Казахи в лагерях Сибири в 30-е годы XX века. Один из лучших разведчиков-нелегалов СССР Дмитрий Быстролетов в своей книге «Пир бессмертных» приводил интересный случай в лагере, где группа репрессированных казахов оказала ярое сопротивление уркам и ворам, которые держали лагерь. И он с большим удивлением отмечает, что это был единственный случай на его памяти за 16 лет. Вот отрывок из книги. До нашего прибытия один теплушечный поезд с Украины уже сбросил в зону свой груз. Мы с нетерпением ждали третьего этапа, чтобы контингент вырос до положенного количества. Наконец и этот этап прибыл. Привезли цвет выпистованной советской властью национальной интеллигенции Казахстана, инженеров, писателей, художников, врачей, актеров, педагогов. Собрали все лучшее, что было, вырвали с корнем и послали на крайний север умирать в этом непривычном климате. До этого я никогда не встречал казахов, и сразу же, увидев скуластые лица с узким разрезом глаз, вспомнил Эвенков и сказал себе, вот им подбросили пополнение. Но оказалось совсем не то. В следующую ночь 1,5 десятка урок с ножами и бритвами ограбили всех до одного, порциями, группу за группой, в разных бараках, по очереди. Но не тут-то было. Казахи сложили во дворе свои вещи в одну большую кучу, а сами улеглись вокруг. Ночью явились урки, были встречены стеной кулаков и позорно отступили. Наутро пришло начальство усмирять бунт, уговаривало, угрожало и в конце концов тоже отступило. Казахам был освобожден один барак, и они поселились все вместе, в полном порядке и согласии. За 16 лет моей лагерной жизни это был единственный пример организованного сопротивления контриков начальству и их подручным, уркам. Всегда и везде тогдашние контрики вели себя покорно, трусливо, безвольно,